Всем привет! Как я обещал, так, ну без 5-8, как я обещал, если народ подключится, хочу показать. Звук есть? Звук интересно есть, ребят? Скажите, пожалуйста. Здорово, здорово. Есть, да? Ну хорошо. Че, мужики? Меньше 50 по сегодняшним данным, ну ничего. Еще есть целые сутки. Сегодня пятница. У кого есть вопросы, сразу задаем. Эфир продолжится не час, не 20, а то и меньше. Кто успел, как говорится, тот и посмотрел. Так, как мы видели, представляю сегодня ножички, которые будут разыгрываться в это воскресенье. Знакомый звук. Единственный РВЛ. Хороший ножик. Замком. Идем дальше. Вот такие маленькие, хорошенькие, удобные рукоятики, ножички. Немножко почищу. Будет как новый. Считаем вместе уже 3. Вот 4. Как приобрести билеты? На этот номер прикреплена карта Сбербанк. Отправляете одной суммой. Билеты по 500. У кого, смотрите, какой кап. У кого много билетов, может забрать всю коллекцию. Ставочка Чубуко, ребята. 11 ровно. Шикарный нож. Мне лично нравятся вот такие. 13, 10. Шкатливый размер. Самое хорошее, можно им внутри туши работать. Внутри туши. А вот 14 сантиметровым уже на руках придется рулить руками. Вот маленькие, юркие. И все. Идем дальше. Шоколад. Так, ну, раз. Это у нас 7-й ножик. Длина красавчика 12. 8-й. Как мы видим, похожих нету. Все индивидуальные, все оригинальные, в том числе и дом, и ручка. Так, сбился так быстро. Ну, устал, день тяжелый сегодня.
9. И вот 10 длины, но красивой ручкой. 14 длина. 11 пошел. Тоже не очень маленький. 14 длина клинка. Ручка вот такая. Прямой спуск. И еще парочка красавчиков. Тринадцать. Вот остальное завтра, ребята. Я тоже человек, но не всемогущ. Ребята работают, не покладая рук, но важнее качество. В первую очередь качество. Итак, уложились. Обзорчик за 7 минут, скажем так, грубо. Завтра я поподробненько сниму в специальной зоне и вблизи посмотрим, что-то как. Все 15 ножей. Повторюсь, помимо этих 15 ножей будет сюрпризик. И не один. 2 из них письменами рун. Вот. Так что они, стоимость у них то же самое озвучу. Озвучивал вчера. Ну, во время прямого эфира в конце. Напомните, будем стартовать. Кто первый позвонил, приобретает ножик. Какие они, какого цвета, длина, это уже сюрприз. Сюрприз. Вот. И сколько их, то все тоже мне будет. Только узнаю об этом в воскресенье 20:00 по якутскому времени. По московскому 14:00. Так, ну, участники из соседнего Казахстана, есть активность. Ну, всегда они, ребята, всегда участвуют. Молодцы, ребята. А вот других регионов, к сожалению, не припоминаю, помимо одного. Но точно из какого региона я точно не знаю. По-моему, или из Германии, или из Украины. Номер-то попутал. Коды-то разные. Вот. Как узнать свой билет? Действительно он в банке или вне банка или вообще забыто. Про этот вопрос можно отвечу я коротко. Все будет. Мне смысла нету обманывать. Какой резон обманывать человека? Тем более все делается на довериях. А я человек честный и прямой. Мне из этого не хорошо, не тепло и не жарко. Раз человек участвует, то он присутствует. Неважно из какого региона, неважно из какого конца света. Если человек участвует, то участвует. Вот. Ребята, те, которые из-за рубежа, напомню, отправляете номер ватсаповский. Через WhatsApp я вам звоню. В прошлый раз в Казахстан то же самое звонил. Человек был на рыбалке, порадовали его. Вот. И что еще хотел добавить? А остальные по России
телефонные номера, телефонные. Вот, чтобы я мог вам позвонить и порадовать. Алло, Иван Иванович, поздравляю, вы выиграли ножик. Спасибо, спасибо. Сколько билетов приобрели и так далее. Так, прозвучал вопрос, по-моему, в комментариях. Победителю, выигравшему ножа, хозяин оплачивает сам оправку. В районе, если по России, 400 рублей где-то будет уходить. По той простой причине, это ваш нож. Вот. Отправлять-то я отправлю, без проблем. Не за один день, конечно. Можно, если постараться, за один можно день отправить. А тот, который новогодний был, начал я 29-го, то есть после розыгрыша сразу отправлял те, которые выигрыши из города Якутска на такси уехали. И закончила их отправку 6 января этого года. По той простой причине были праздники, почта не работала. Вот поэтому такой длинный срок был. Вот поэтому. Что еще добавить? Добавить мне нечего. Повторюсь, день был тяжелый. Легких дней не бывает. Если нет вопросов, да и зрителей меньше, чем вчера, позвольте откланяться. Задаем вопросы, ребят. Так. Про свойства рун можно говорить очень много. Заказать ножи обязательно надо. Ребята, напомню, с 1 февраля стартует цена 9900. Напомню и сегодня, чтоб милые дамы успели своих мужей порадовать. Вот. То есть собирается делать прекрасная половина человечества. Во-первых, надо учесть расстояние отправки, за сколько будет поступать до вас. Понимаете? Если вы из Африки, само собой, через 20 дней вряд ли получите, правильно? В пределах Российской Федерации 10 суток. Вот. То есть придется вам до 10 как минимум заказать февраля. Правильно? Потом еще он должен дойти до вас. Это не забудьте. Не забудьте. Что касается, успею ли я изготовить в эти дни, коротенькие 10 дней, заказы, без проблем. Без проблем. Об этом, благо, печка приедет 2 числа, неделя целая. Но будет тут кипиш, горячо, конечно. Но думаю, все успеете в срок. Так что, уважаемые, хотите подарок на 23, заказывайте в эти дни. До 10 максимально заказывайте, чтобы потом вопросов не было, где мой. Опоздал он, где-то завис в каком-то городе и так далее. Чтобы такого не было. Заранее надо, заранее. Так. Из бычьего хвоста надо мазать край. Вот, тут уже надо смазывать этот край маслом. Она тогда смягчится, трескаться не будет. Вот. Смягчится и немножко освободится место. Спокойно будет и заходить, и выходить. Про билет сказал. Контакты на любом ролике внизу. Звук есть хорошо. Привет, Белоруссия. Записывай. Нет канала.
8 914 229 01 53. Это мой номер. Пишите по WhatsApp, если хотите уточнить что-то важное, детали там и так далее, звоните. Если я не поднимаю трубу, не обижайтесь. Работаю, то шумно бывает. Вот. Учитывая время от московского плюс 6 часов. Луна и Солнце выходят только отсюда. Из Якутии мы отправляем вам Солнце. Да и Луну. Так что учитывайте, когда я просыпаюсь в 5 утра, смотрю непринятые звонки. Человек звонил 6 раз. Какой-то неизвестный номер. 2 раза, 4 раза. Наверное, ругает, кидалово и так далее. Человек спит просто. Страна большая, время разное. Еще вопросы? Нет вопросов? Пишите по WhatsApp. WhatsApp я смотрю. Вот, любые вопросы решим по WhatsApp. И я... Так, как участвовать, в принципе, все знаем. Завтра сниму маленький ролик. И будьте добры, распространяйте. В воскресенье до 12 дня буду принимать, по московскому времени, буду принимать билеты. Потом уже остается у меня только 2 часа, чтобы их распечатать и положить на банку. И все. 8:00 ровно, если свет не уйдет, если интернет не отключат, стартанем. Будет розыгрыш. Делается это быстро. Научились за эти 3 года. Ничего такого сложного нет, по идее. Да, очень важный момент. Если вы приобрели билет, написали свой мобильный номер, который, надеюсь, правильный, и вы находитесь вне зоны действия сети, села батарейка, уехали на охоту или в кино идете, то все равно билет, который я вытащил, он и остается победителем. Это самое справедливое. Тот, который на крючочке, все равно победитель. Если этот номер даже заблокирован. Вот так. По-моему, это очень хорошо. И эта традиция уже 3-й год. Каждый месяц. Бывает нонсенс, человек отключен. Потом появляется в сети, звонит сам, звонили. Бывали случаи, когда я звонил, меня отключали в прямом эфире. Поехали дальше. Остался один ножик. Решил позвонить. Тоже сброс. После эфира следующий день звонит женщина. Извините, были в семье в кино. Вот. Поэтому я не могла поднимать трубу. Ну и все. Отправила адрес, ножик отправил. Вот и все. Еще вопросы? Ну, ребята, если нет вопросов, по-моему, я то, что хотел сказать, сказал. Так, руны заказывать. Пишите по WhatsApp, обсудим. Вот. Раз такой руны-то руны. Это большая, глубокая тема. Все мы когда-то были от одного, вернее, от 2 людей. Вот. И они тесно общались с Всевышними с помощью рун. Это был их язык и письмена. Вот. Вкратце говорю. Вот.
А говорили они на моем родном. Чему есть множество доказательств. Если вы не понимаете, что мы живем в круглой земле на этом серединном мире, то существует еще два мира. Нижний и верхний. Три мира, а не два и не четыре. Вот и все. Внизу живут дьяволы, там находится ад. Это не совсем. Наверху живут ангелы, там Всевышний и так далее. Это да. В серединном мире живут кто? И эти вместе? Нет, тут только мы. Но помимо нас ходят тут рядом, летают. Что? Правильно, сущности. Там, духи. В серединном мире. Да. Вот. И этими мирами, между этими мирами общались с помощью волшебных знаков и символов. Вот. Тот, кто умел общаться, тот, кто умеет и пишет, тем более и говорит, и разговаривает на их языке, считался кем? Шаманом. А причем черным или белым. Ну, черное это темное, а белое это светлое. Понятно? Понятно. Я говорю вкратце, ребята. Вкратце. Ну вот, если у вас в голове нет представления, что мы живем в серединном мире, еще есть помимо нас два мира, вот, нижний и верхний, то, ребята, рассказывать толка нету. Никогда не поймете. А что касается, как с ними, как говорится, на сленге сотрудничество, как ладить связи, общаться с ними, на этот вопрос имеется и ответ соответствующий. Ну, ответ примерно: учи, узнаешь, познай. Вот. Тот, кто учится, учит, старается, волей-неволей узнает. Вот и все, ребят. Больше такого глубокого, ну, я говорю, вкратце, в кавычки. Вот. А где находится ад? А где находится рай? Ну, до него еще надо дойти. В течение 8 ступеней до туда. На 9 небе находятся наши предки, те, которые были рядом, те, которые попали в 9 мир. Там и живут они. Это уже не духи, это, ну, если говорить боги, то немножко это неправильно. По той простой причине, АИ это и есть АИ. Да, то есть то, что говорит мой язык, так и пишется. Вот и все. А то, что внизу, мы все знаем как-то, почему-то. Там в недрах земли, там темные силы вилами встречают грешников там и так далее. Узнаем, если мы тут неправильно поживем, будем совершать плохие вещи, незамедлительно заберут, вечные муки и так далее. Ну, 3 мира управляют, между собой общаются. А такого общения у нас запретили давным-давно из-за политических целей и мыслей. Ну, поэтому докатились до наших времен, что мы
Ну, разве вы свободно живете? Разве вы летаете на космических кораблях? Разве вы здоровы на все 100%? Разве у вас нету проблем? Ну, где-то так. А что касается веры, религии, я об этом вообще не говорю. Мне не надо это говорить и объяснять. У вас то же самое на головах есть. На плечах есть голова. Двумя ушами, глазами, двумя ноздрями. Вот и все. Время покажет. Если человек желает чего-нибудь, очень-очень хорошо желает, очень сильно желает, то он достигает. Вот. А что касается это действительно так, это действительно или хорошо, или плохо, этот путь тебе расскажет здравомыслие. Путь тебе расскажет, действительно это хорошие вещи или какой-то левый там, неправильный. Я думал такой, а на самом деле оказывается такой. А на самом деле оказывается такой. Об этом я тоже не знал. Так что править миром знаки и символы, ребята. Вот и все. Давным-давно правили и правят до сих пор. Просто об этом максимально закрывают глаза и уши, чтобы они не знали. А уже поздно. Даже я знаю. Сильно. Не будем заходить далеко. Вот. Скоро опубликуется сайт, правда на родном. Через годик-другой на всеобщее обозрение выйдет на русском. И тогда раскроются глаза моих братьев славян. Вот. Поймете наконец, что такое христианство, что такое православие. Это две абсолютные вещи разные. Вот. Это поймете. Но, к сожалению, эта тема не для розыгрыша. Вот. Не для этого. Который начали не про лот, а уже глубокое, далекое. Но правды не утаишь. Все равно когда-нибудь в этой жизни, в этой, в которой мы сейчас живем, все это произойдет. Все это произойдет, и мы окажемся, станем свидетелем изменения, прошу прощения, изменения трех миров. Объединим. Будем не объединим, а будем держать связь в гармонии между тремя мирами. Будем жить в гармонии. Не надо будет лимузины покупать, Феррари. Оказывается, они никому не нужны. Не надо будет покупать телефончики дорогие с бриллиантиками. Ценности такие человеческие. Их вообще не будет. Не будет. Зачем телефон, если мысли глазами разговариваешь? Зачем телефон? Так и будет. Кто желает, все равно достигает таких результатов. Это не зависит, какой стране, какой национальности, не имеет значения. Создатель-то един. А так, говорит на родном, моем родном. Всем добра, здоровья, репорт. Участвуйте завтра в это время
8:00 встретимся коротенечко. Вот и послезавтра разыграем. Хочется порадовать всех. Всех благ.